Господи, воззвал к Тебе. Людям нужны чудеса. Люди привыкли не ждать, а буквально требовать чуда. Люди смотрят друг на друга, и им кажется, что это правильно, ведь все так делают. Искупаться в крещенский мороз, в студеной воде – это уже почти норма, хотя редкий случай. И церковь, и здравый смысл относятся к этому с одинаковой долей недоумения. Грехи так не смоешь, толдычит церковь. Здоровье так не поправишь, твердит наука. Но человек все равно лезет в прорубь и все равно воображает, что это некая Иордань. Невротики и гипертоники, сердечники и диабетики, куда только вдруг деваются все разговоры о рисках, если все рядом делают это на слабо. Из года в год человек выбирает совершенно не тот источник. Уже знаете, по шуму вот этому, просто по этому шуму уже слышно, что тут уже все началось. Еще 2 недели назад тут была абсолютная тишина, пациентов не было. 24 января госпиталь РКБ снова открылся на прием после непродолжительного перерыва. Вот здесь мы с вами, Руслан, уже видим картину, которую давно здесь не было. Каждый бокс он занят, людей принимает. Все с подозрением, конечно, да? Да, все с подозрением на ковидную инфекцию. Вот. Первый же день, как вы открылись, почти 50 человек приняли. Были госпитализированы, да. При всем при этом количество обратившихся было в 1,5 раза больше. В несколько дней госпиталь заполнился. Сейчас там 300 пациентов. Не считая многочисленного теперь как никогда отделения для беременных, их там 150 человек. 450 пациентов на весь госпиталь – это почти предел. Можно наскрести еще 50 коек, но это все. Большинство не привитые, но и привитых как никогда много. Да, я привитая, у меня много побочки, и вот благодаря тому, что я привитая, все-таки я считаю, что у меня это вот так вот быстрее все это идет выздоровление. Ну как, он легенький, как говорят, нет? Ну, если бы не было прививки, было бы, наверное, намного хуже. У вас тоже прививка есть? Да, тоже прививка. И антител аж 388. И при этом все равно получилось подцепить. Привитые вы? Привитая. Давно? Самое-то обидное. Вот в январе должна была ревакцинацию делать. И не сделали. 10 дней праздники, потом 2 дня тут что-то такое. Этой женщине все здесь знакомо. Она уже лежала тут в 2020 году именно с ковидом. Ну вот в одну реку нельзя войти дважды, а в разные волны-то можно. Если кто-то поспешит заявить, что вакцинация бесполезна, то мы попросим добавить кое-что. Выходит, и болеть бесполезно тоже. О бесполезности вакцин можно рассуждать только где-то вдалеке отсюда. Медики, да и сами пациенты видят своими глазами. Непривитым здесь тяжелее. Им как минимум нужен кислород, как вот этой женщине с большим поражением легких. Что людям скажете? Лечиться, лечиться. Вот подсказывает вам соседка ваша. Вот надо прививку делать. Мы слушались уже племянницу, вот она уже нас с толку сбила. Не делайте, это опасно. Да. Они туда что только не кладут, в эту вакцину. Вот. С самолетов все распыляют, да? Да. Вот это все ясно. Недооценка не тех рисков. Вот диагноз, который, увы, не изменился. И с приходом омикрона тоже. Некоторые источники назвали новый штамм омикрон так называемой естественной вакциной. Живой да. Вакциной, да. Оно, конечно, не совсем, наверное, соответствует действительности. Мы видим, здесь у вас свободных коек уже не осталось. Да. Не та вакцина, которой надо прививаться. Официальная статистика всем известна, а мы посмотрим на сводки с фронта. Это статистика скорой помощи Казани. Повторим, Казани только. Вверху красным количество поступивших звонков. 24 января достигнут абсолютный рекорд – более 4000. Это едва ли не впервые в истории.
В последние дни нагрузки также запредельные. Внизу, синим, количество вызовов, переданных в поликлинике за последние 2 недели. Резкий рост, с понедельника вдвое, количество больных растет, медленно, но верно. Может быть, меньше госпитализируют? Увы, нет. Доставка в госпитале взлетает 20-го, немного проседает в субботу и воскресенье и вновь подскакивает до отметки в 150, где и остается пока ненадолго. Рост продолжается, а то, что вы видите сейчас, это только скорая. Большинство минует всяких посредников. Мало того, что они приходят в поликлинику, 200 человек в день. Вызовы на территорию обслуживания 200 человек в день. Так они еще 100 с небольшим приходят к нам в приемное диагностическое отделение, в наше. Это еще плюсом. Вот. И если 100 обратились, 50 мы госпитализируем. За 2 недели количество пациентов в 7-й горбольнице Казани выросло вдвое, до 400. Здесь готовы принять и 650 человек одновременно. Разумеется, примут. Никаких сомнений нет. Нынешний ковид далеко не всегда увидишь на КТ, но он все еще особо опасен и летален. В реанимации из 40 свободны лишь 2 койки. Омикрон поражает не только легкие. Не только, он вызывает нарушения, сбой в системе, в работе организма. Очень тяжело начинает коррегироваться сахара. Страдает сердечно-сосудистая система. С инсультами очень много тоже пациентов. И переболевших здесь встретишь, и вакцинированных, и ревакцинированных даже иногда, да? Ну, есть и таких мы встречаем. Но все равно доля, конечно, преобладает невакцинированных. Вы в сентябре ковидом уже переболели? Да, в сентябре. И антител у вас было, конечно, достаточно. Очень много было. И вы более думали, 500. что вам их хватит, вот, чтобы дожить до да, и не хватило? Не хватило. Поэтому, если есть возможность, конечно, нужно привиться. У меня муж привился в феврале, он со мной контактировал сейчас в данный момент. И в сентябре также он не заразился. Начальные симптомы схожи у всех, но дорожки вскоре расходятся, и каждый ковидный больной несчастлив по-своему. В общем, он бьет по таким местам, не предусмотришь. Поэтому, конечно, надо вакцинироваться, это уж обязательно. Но у меня, знаете, очень сильно болели мышцы. Я не могла сидеть. Сегодня вот я стала сидеть чуть-чуть, хотя бы. Вот так вот держусь и сижу. Или я умру, или выйду. Одно из двух будет. Беременные на ранних сроках, их здесь теперь тоже вдвое больше. Больше 100. Пациентов все больше, но медиков все меньше. Они тоже люди. Просто выкашивает ряды всех организованных коллективов и неорганизованных в том числе. И ваши уже начал выкашивать? И в том числе и у нас, и во многих лечебных учреждениях, и не только лечебных учреждениях. Просто как солдаты из строя выходят, на неделю, и потом обратно в строй встают и работают дальше. Нам просто обеспечено тяжелое течение этой волны. Да, не у каждого, но кто знает наперед. Сегодня никто не может сказать, какой будет летальность и каковы будут последствия даже для тех, кто не попал сюда, а перенес ковид, кажется, легче, дома. Россия – особая страна, в которой граждане, берегущие геном и фертильность в простейших вопросах, вполне способны отдаться на волю тяжелого течения вполне реальных холодных вод. Меньше всего мы умеем оценивать риски. Больше всего нам по душе вот эта русская рулетка, ставка в которой жизнь, при всяком отсутствии выигрыша даже. Тот, кто без подготовки выбирает не те источники, выбирает тяжелое течение. Ну вот ваш пример другим наука, да? Ну, я думаю, что да. Прививаться нужно обязательно. Это хотя бы какая-то гарантия, что ты намного легче это все перенесешь. Потому что с такими болячками переносить это в чистом виде, наверное, просто смертельно. Чудес не бывает. Михаил Любимов, Андрей Мохов и Роман Безменов. 7 дней.